В каком смысле противоречим? Ваш плакат. Чему противоречит? Снимаю. Празднику? А вы знаете, что это стихи Роберта Рождественского были написаны специально ко Дню Победы, и каждый год они звучали везде, на всех площадях и в каждой школе в советское время. Вы знаете про это? Да, мне зачем это знать? Конечно, вам ничего не нужно знать, кроме пропаганды лживой. А правда вам не нужна. Это вообще санкционное мероприятие. А я у вас должна брать санкцию? Не у меня. Сегодня День Победы, а вы Так, там и? стоите, ну, И не что? надо меня снимать, я вам не разрешала. Мы не заслужили эту победу, не заслужили этого праздника, потому что мы забыли все, мы предали все. Вот эти строчки никто не узнает, они чуть ли не кидаются на меня. А это стихи Роберта Рождественского, которые звучали каждый день на 9 мая во всех школах, на всех площадях. Встречайте трепетную весну. Люди земли, убейте войну, прокляните войну. Они напоминали нам о том, что победа эта ковалась для того, чтобы на земле наконец установился мир. И еще хочу напомнить слова великих людей, великих писателей. Вот эти слова были написаны Ремарком. Их вырвали из привычной жизни, их швырнули в кровавую грязь Первой мировой войны. Когда-то они были юношами, учившимися жить и мыслить. Теперь они пушечное мясо, солдаты. Тысячи и тысячи навеки лягут на полях Первой мировой. Тысячи и тысяч вернувшихся еще пожалеют, что не легли вместе с убитыми. Но пока что на Западном фронте без перемен. И в нашей жизни, к сожалению, тоже пока без перемен. В сознании людей, в массовом сознании. Пропаганда одуряет, пропаганда делает людей безумными и кидает их вот на эти... Она заставляет их исполнять свою преступную волю. Кучка неуправляемых, буйных, помешанных из поколения в поколение устраивают нам войны и геноциды. А вот это написал участник Второй мировой. Эти строчки нужно тоже преподавать в каждой школе, я считаю, во всех странах. Те, кто сражается, Хемингуэй, те, кто сражается на войне, самые замечательные люди. И чем ближе к передовой, тем более замечательных людей там встретишь. Зато те, кто затевает, разжигает и ведет войну, свиньи, думающие только о том, что на этом можно нажиться. Я считаю, что всех, кто наживается на войне, кто способствует ее разжиганию, следует расстрелять в первый же день военных действий доверенными представителями честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться. Когда были эти сказанные строки, насколько они актуальны сейчас? Мир стоит на грани катастрофы. Войны вспыхивают по всей земле. Кто-то на этом наживается, кто-то какие-то капиталы сколачивает, а страдают люди, страдает человечество. Когда мы одумаемся, объединимся, включим головы, прекратим слушать пропаганду и начнем все вместе дружно отстаивать мир на этой планете. Скажите, а кому вы звоните? Можно узнать? Ко мне. А вы вообще знаете эти строчки? Можно вас спросить, вы знаете эти строки? Они вам знакомы?